Друзья, всем привет! Сегодня мы на бане, но сегодня мы не отдыхаем, не готовим ничего. Ну, в принципе, как не готовим? В дальнейшем что-то переготовим, конечно. Но сегодня, ребят, занимаемся бытовухой, это дрова, пилим, колем. Ну, в том плане, то, что чтобы наша банька функционировала в том самом. За мной такие пейзажи, ребят, классные. Кто-то может помнить, что недельки две назад здесь были огромные сугробы. Вот сейчас в данный момент наблюдаем, что склоны уже начинают таять. Это говорит о том, что нам приходит весна постепенно. Тем самым, ребят, сегодня небольшой обзорчик в плане дров. Есть у меня дрова. И из чего можно это прикольно сделать. Ну, в принципе, финскую свечку многие, кто знает, кто смотрел, много обзоров на ютубе. Ну, какие-то нюансы, может, я покажу, и что, может, кому-то это будет полезно. В принципе, еще тем самым, что это можно заготовить на сезон. Реально, полезница финских свеч. Ребят, погнали за обзор. Все, погнали. Ну что, друзья, вот у меня есть такой баланчик. Это, естественно, это не сырое дерево, это не береза, не осина. Это реально, ребят, старое дерево, сухое. Это смоляк, сухостой. В принципе, это можно найти в тайге, также распилить все это, сделать за все это очень быстро. В данный момент, ребята, что это делаю? Вот попалось дерево такое вот у меня, которое я сейчас пилю. И, в принципе, по сезону можно заготовить вот реально вот такие свечки и оставить у себя во дворе. Тем самым можно выезжать по фидеру, там еще что-то, куда-то, где не надо жечь костра, закинул в багажничек его. И уже факт в том, что можно разжечь его прямо на рыбалке, привезенном его. Также можно положить волокуши на зимнюю рыбалку. Просто все это поджечь и приготовить себе классное, клевое блюдо. Сейчас в данный момент, ребят, делаем пропилы по этому бревнышку. Ну, дальше все покажу, расскажу. Пропил я сделал. В принципе, ребят, свечка это уже рабочая. Тем самым получается чурка, в принципе, такая нормальная, диаметром 30 наверное, сантиметров. Пропилена в 2 раза, 4 чурбана. Пропилена реально не до конца, ребят, чтобы чурка не расползалась. Все это понятно, да, дело? Ну вот, сейчас в данный момент нам нужен жар побольше. Мы еще пилим, ребят, раз, два. Тем самым вот это, в принципе, уже рабочий вариант. Но здесь огонь, в принципе, слишком медленный. Нам надо чуть побольше, и мы сделаем еще пару надрезиков. Погнали. Ну так, в принципе, ребятки, выглядит это все дело. Древесина вдоль пилится, понятное дело, не очень. Ну, мне еще цепочка, ребят, туповато маленько. Потому что уже леса попилил немало, так грубо говоря. Много опилок, но, в принципе, этого стоит. Ну, ладно, вот наша свечка готова. Разжигать, в принципе, можно, ребята, любыми способами. Вот лично на рыбалке, иной раз, когда нет бензина, ну, в пиле мало или еще что-то. Обычно есть мотор у всех, есть
пила, есть бензин в любом случае. Ну, как бы, чтобы не заморачиваться, просто заливаем все эти отверстия бензином. Вот таким образом. А в принципе разжечь можно, ребят, просто. Просто суешь кусок коры внутрь. И все. Она разжигается. Кстати, скину ссылочку на канал, ребят, когда мы сплавлялись 2 дня. И использовали вот такую вещь, потому что все дрова были сырые. Костер реально не разжечь, а полежка реально выручала нас согреть котелок, согреть пищу. Короче, как-то вот так. Ссылочку оставлю на канал, и там 2-дневный сплав, ребят, когда мы сплавлялись, попали под дождь жесткий. Как-то вот так, короче. Разжег кусок коры, погнали, сейчас будет бум. Вуаля. Все, свечка погнала, ребят, работать. Ой, бля. Ой-ой-ой. Аккуратно. Не поджечься. Свечка наша заработала. В принципе, все, одного маха хватило. А также, говорю, можно разжечь кору, ребят, ее спокойно вообще, если дерево очень сухое. Все, в дальнейшем вот такой процесс. Сейчас можно приготовить ингредиенты, чтобы приготовить какое-то иное блюдо. Сейчас попробуем. Ребят, сегодня хочу приготовить яичницу с помидорами. Это самое классное блюдо, которое я вообще уважаю на сале, ребят. Возьмем такое сальцо с мяском, классное сальцо. И нарежем, ребятки, тонкими-тонкими дольками, чтобы растопить жир. Специально использую, ребята, охотничий свой нож, чтобы не было никаких там вариантов. Что это реально может все сделать прям там. Когда нож острый, ребят, это радует вообще глаз. Ну все, в принципе, нам этого достаточно. Возьмем сковороду, ребятки, и положим, как не положим, а разложим, получается, вот этими пропорциями, чтобы жир у нас расплавился. Таким образом. Сало говорит, да, что с губы свисало. Вот так, ребятки. Все, идем на костер. Ну, друзья, процесс пошел. Шкварочки наши заскворчали. Сало топится, это хорошо. И заметьте, ребят, это все происходит с дымком. То бишь на примусе, да, или на газу это делается, а тут уже запах дыма, это совсем другая ситуация. Идем дальше, ребят. Возьмем пару помидорок и нарежем их. Нарежем их вот таким образом, ребят. Естественно, вот эту движуху мы вырежем. Она нам ни к чему. Кстати, ребята, если острый нож, заметьте, надо резать. То бишь, если тупой нож, надо резать вот таким образом. Если острый нож, можно нарезать вот таким образом. И еще напополам, наверное. Нам в данный момент надо сделать мякоть. Ну вот, помидорчики наши готовы к дальнейшему процессу. Вот, 2 помидорчика, в принципе, достаточно. Ну, смотря какая порция, конечно. Ну, в принципе, вот так, ребятки.
В дальнейшем, ребятки, нам надо будет немного укропчика. Ну, это к завершению, конечно. Чуть-чуть отделим. Это лишнее. Конечно, дрова мы, конечно, ребят, не употребляем. Дрова тоже в сторону. Ну и мелко-мелко нарежем. Конечно, это не шеф, ребят, но таким образом тоже можно нарезать. Ну вот, в принципе, ребят, и укропчик тоже готов. Укропа люблю много, зелени. Все-таки весна, ребят, надо что-то свежесть какая-то, чтобы присутствовало. Ребят, шкварочки нам не нужны. Шкварочки убираем. Есть готовое масло. Ну, ребят, дальше выгружаем помидорчики. Вот так. Как тайская кухня, ребят. Обжариваем помидоры, ребят. Ну все, ребят, помидорки до кашки дошли. Сейчас добавляем яичко. Вот, друзья, погнали. Посолим, ребятки. Вот так. И еще перемешаем немного. Все, ребятки, глазунья готова. В полевых условиях и на огне начинка свечки. Небольшой штрих, ребят. Зеленушка. Укропчик наш. Опять же все перемешаем. С дымком, ребятки, отлично. В принципе, все готово. Вот, друзья, до сих пор горит. Уже покушали. Можем разогревать, ставить чай. В принципе, нормальная тема. Не забывайте старый способ. Так, друзья, ну все, шагаю домой. Вот такая тропинка. Вот такой путь нелегкий. Но дело не в этом, ребят. Покушали яичницы. Мне и покушал ребенок, супруга. Всем понравилось. Все классно. Тем самым, ребят, хочу довести суть, то что традицию давайте, ребятки, немного не будем забывать. Факт в том, то, что сейчас есть много всех возможностей в плане бурана, там еще что-то. Давайте, ребятки, не будем забывать лыжи, те же. Немного пройдемся на лыжах вместо бурана. Пузика потрепим. Приготовим еду на костре, а не на примусе или на горелке. И будет жизнь, ребят, казаться лучше, я думаю. Старину, ребят, не надо забывать. Так что, ребят, всех обнял. На связи, Дрюня.